Всем большой привет! Меня зовут Сулу, это канал о вязании. Добро пожаловать! В этом видео я хочу показать вам, как связать вот таких классных осьминогов. Таких осьминогов вяжут для деток недоношенных из стопроцентного хлопка. Но вы можете также связать такого осьминога в качестве обычной игрушки для вашего ребенка. И при этом использовать любую пряжу, которую вам нравится вязать. Полухлопок, акрил, хлопок. Только нужно подобрать нужный крючок. У меня осьминог получается примерно 20 сантиметров в длину, голова не более 10 сантиметров, примерно 7-8, и остальное вот такие вот спиральки, щупальца. Вот так. Давайте приступим. Итак, что нам нужно для вязания осьминожки? Это, конечно же, нам нужна пряжа. Пряжа у меня Alize Bella. Это стопроцентный хлопок. Здесь в 50 граммах 180 метров. Крючок я буду использовать 2 миллиметра. Также нам понадобится иголка с широким ушком и контрастная нить, чтобы вышивать глазки. И нам нужны ножницы обязательно. И, конечно же, наполнитель. У меня это будет холофайбер. Также хотелось бы сказать, если вы будете использовать другую пряжу, то подбирайте крючок, чтобы полотно было плотным, да, чтобы вязание было плотным и не было видно наполнитель. Также важно, если вы возьмете другую пряжу, то в зависимости от ее толщины будет меняться размер игрушки. Если вы возьмете тоньше вот этой вот пряжи, то возможно у вас игрушка будет меньше. Ну, соответственно, если вы возьмете толще, то игрушка будет размером намного больше. Вот. Что касается инструментов и материалов, думаю, все понятно. Теперь давайте приступим к вязанию. Вязание мы начинаем с кольца амигуруми. Для этого мы берем пряжу и делаем вот такую вот петлю. Кончик нити находится сверху. И в эту получившуюся петлю мы захватываем рабочую нить. И делаем, вот мы ее захватили, и делаем первую такую воздушную петельку. Вот. Далее в это вот кольцо получившееся мы начинаем набирать 6 столбиков без накида. Для этого вводим крючок в кольцо, захватываем рабочую нить и вяжем столбик. Еще раз захватываем, вяжем столбик, захватываем и вяжем столбик. Это все столбики без накида. 4, 5 и последний 6. Теперь вот это вот кончик, за него нужно потянуть, и получится вот так вот. Провязали 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Далее в следующем ряду мы будем провязывать в каждый столбик по 2 столбика без накида. Делаем это вот так. Первый столбик, захватываем рабочую нить и через получившиеся вот эти вот 2 петли на крючке провязываем столбик. И туда же второй. Первый,
И вот сюда же вяжем второй. Вот так вот это все получается. Еще один. И туда же второй. И в каждый столбик так провязываем по 2 столбика без накида. Вот так. Подтягиваем вот это вот, чтобы не получалось отверстие. И в этом ряду у нас получилось 12 столбиков без накида. То есть мы удвоили количество столбиков. Теперь отмечаем начало ряда и далее провязываем третий ряд. Вяжем первый столбик, 1, и в следующий столбик делаем прибавку. Прибавка — это у нас 2 столбика в 1 столбик предыдущего ряда. Вот так. Вот он, 1 столбик, а вот прибавка. Дальше 1 столбик, прибавка. 1 столбик и прибавка. И так вяжем до конца ряда. 1 столбик, прибавка. Следующий 4-й ряд вяжем 1 столбик, 2 столбик и следующая прибавка. Один столбик, 2 столбик и прибавка. И так вяжем весь ряд, чередуя 2 столбика и прибавку. В конце этого ряда у вас должно получиться 24 столбика без накида. Довязали 4-й ряд, далее вяжем 5-й ряд. Я начало ряда отмечаю вот этим вот кончиком, который потом после того, как я закончу вязать, я убираю этот кончик внутрь. В принципе, я вижу начало ряда. Если вы не видите, вы можете в начале каждого ряда контрастную нить ставить, чтобы не терять начало. Это важно, потому что если вы потеряете начало ряда, то потом вы запутаетесь в количестве столбиков. Вот. Можно повешать маркер, можно использовать контрастную нить. Это уже на ваше усмотрение, как вам удобно. Мне удобно вот так. И я начало ряда вижу. Следующий 5-й ряд провязываем теперь уже 3 столбика без накида, прибавка. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик и в следующий столбик прибавку. Вот так. Далее 1, 2, 3 столбика и прибавка. И так продолжаем вязать до конца ряда. 3 столбика прибавка, 3 столбика прибавка. Довязали 5-й ряд.
в этом ряду у нас 30 столбиков без накида. Следующий 6-й ряд также продолжаем увеличивать количество столбиков. Вяжем уже 4 столбика без накида. 2, 3, 4 столбика, и в следующий делаем прибавку. Еще 4 столбика. И в следующую прибавку. И так вязать продолжаем до конца ряда. В конце этого ряда у вас должно получиться уже 36 столбиков без накида. То есть в каждом ряду мы увеличиваем количество столбиков на 6. Провязываем до конца ряда. Довязали 6-й ряд. Теперь начинаем вязать 7-й. Точно так же в этом ряду мы делаем 6 прибавок. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков, и в следующий делаем прибавку. Далее еще 5 столбиков. И еще одна прибавка. И так мы чередуем до конца ряда. 5 столбиков прибавка, 5 столбиков прибавка. И в конце этого ряда у вас должно получиться уже 42 столбика без накида. Провязали ряд до конца. Вот такой кружочек у нас получился. Далее следующий 8-й ряд, это уже последний ряд с прибавками. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и следующая прибавка. Итак, вяжем весь ряд. 2, 3, 4, 5, 6 и следующая прибавка. В конце этого ряда у вас должно получиться 48 столбиков без накида. Будьте обязательно аккуратны, когда будете вязать из этой пряжи, потому что нить вот так вот расслаивается, и когда вяжешь, можно не зацепить какую-нибудь из нитей. Чтобы это потом видно не было, стараемся захватывать все вот эти нити, не оставлять. Так вяжем до конца ряда. Довязали 8-й ряд. Далее с 9 по 15 ряд мы будем провязывать без изменений каждый ряд. То есть в каждом ряду мы будем провязывать по 48 столбиков без накида. В этих рядах мы не делаем никаких прибавок и вяжем в один столбик предыдущего ряда
один столбик. Прибавок в этих рядах нет. Вот в предыдущем ряду была прибавка. Теперь просто вяжем по столбику в каждый из этих. Итак, вяжем все 7 рядов с 9 по 15. Провяжите эти ряды самостоятельно и встретимся с вами в конце 15 ряда. Провязали 7 рядов без изменения. Вот так вот пока выглядит осьминог, вернее его часть. Следующий 16 ряд вяжем. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Провязали от начала ряда 14 столбиков без накида. И из следующих 2 столбиков мы должны провязать 1. Это у нас убавка. Мы вводим крючок в первый столбик, вытягиваем нить, и во второй тоже вытягиваем нить. И так вот провязываем все петли на крючке. Получается, из 2 столбиков предыдущего ряда мы провязали 1. Далее вяжем еще 14 столбиков без накида. Провязали еще 14 столбиков и делаем еще одну убавку. 1, 2 и провязываем вместе. И дальше до конца ряда провяжем еще 14 столбиков без накида и еще одну убавку. И так у нас закончится ряд. И делаем последнюю убавку. Вот так. Следующий 17 ряд мы вяжем без изменений, провязывая в каждый столбик по одному столбику без накида. В ряду у нас 45 столбиков без накида. Провязываем все. Следующий 18 ряд вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков и делаем убавку. Вытягиваем рабочую нить, еще одну из второго столбика и провязываем все 3 петли на крючке вместе. Это убавка. Далее вяжем 13 столбиков без накида.
Провязали 13 столбиков без накида и делаем еще одну убавку. Далее еще 13 столбиков без накида. Делаем еще один столбик, то есть еще одну убавку. Вот так. И провязываем до конца ряда оставшиеся 7 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7. Все. Теперь у нас в ряду 42 столбика без накида. Следующий ряд мы провязываем без изменений. В каждый столбик по одному столбику без накида. Вяжем так один ряд целиком. Провязали 19 ряд, далее 20 ряд вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И делаем убавку. Далее провязываем еще 12 столбиков и делаем еще одну убавку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем еще одну убавку. Теперь до конца ряда у нас осталось сделать еще 12 столбиков и одну убавку. В итоге в конце этого ряда у вас должно получиться 39 столбиков без накида. Все, последняя убавка. Вот так провязали 20 ряд. Далее 21 ряд мы вяжем без изменений, все 39 столбиков без накида, провязывая в каждый столбик по одному столбику без накида. Не делаем никаких убавок, вяжем просто прямо. Далее вяжем 22 ряд. 1, 2, 3, 4, 5 столбиков и делаем убавку. Убавка. Далее вяжем 11 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 столбиков. Делаем еще одну убавку. Вот. Далее вяжем еще 11 столбиков без накида.
8, 9, 10, 11 и следующая убавка. Далее вяжем оставшиеся 6 столбиков до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, закончился ряд. Здесь у нас сейчас 36 столбиков без накида. Вот так вот выглядит осьминожка. Нам осталось еще несколько рядов провязать с убавками. Следующий 23 ряд вяжем 10 столбиков убавка и чередуем так 3 раза. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 убавка. Далее еще 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще убавка. И последние 10 столбиков и убавка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и убавка. Вот так вот закончился ряд. Теперь у нас в ряду 33 столбика без накида. Следующий ряд вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем убавку. Далее вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Делаем убавку. Вот так. Далее еще 9 столбиков вяжем. И делаем убавку. Вот так вот. Далее до конца ряда нам осталось провязать еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Все, закончился ряд. Мы убавили еще 3 столбика. Теперь у нас в ряду 30 столбиков без накида. Далее в 25 ряду мы вяжем 8 столбиков убавка и чередуем так 3 раза. 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков и делаем убавку. Далее вяжем еще 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем убавку.
Далее еще 8 столбиков без накида и убавка. В конце этого ряда у нас получится 27 столбиков без накида. И провязываем последнюю убавку в ряду. Теперь вяжем последний 26 ряд с убавками. Вяжем 1, 2, 3 столбика и делаем убавку. Далее вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков, делаем убавку. Далее еще 7 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Убавка. Вот так. И провязываем до конца ряда. У нас осталось 4 столбика без накида. Провязываем их. 1, 2, 3 и 4. Все, мы закончили вязать ряды с убавками. Теперь один ряд мы должны провязать за заднюю стенку. Сейчас у нас в ряду 24 столбика без накида. Обязательно посчитайте, чтобы все было ровно 24. И вяжем следующий ряд за заднюю стенку. Вот видно, да? У столбика есть вот это вот такая петля, вот эта вот сторона и вот это. Мы цепляемся вот за заднюю стенку. Вот так. А вот эта вот стенка остается. Провязываем так один ряд за заднюю стенку. Весь ряд. Все 24 столбика без накида. Вот так вот получается. Видите, да, вот эти все передняя вот эта вот часть петли, она остается снаружи. Провязали 27 ряд за заднюю стенку петли. Вот так вот пока выглядит голова осьминога. Теперь на этом этапе нам нужно плотно набить голову холофайбером, потому что дальше мы будем стягивать вот это вот отверстие, делать убавки и закрывать. Поэтому плотно наполняем голову. Для детей недоношенных я знаю, что делают дополнительный кармашек из хлопковой ткани внутри и холофайбер набивают туда. Но я этого делать не буду. А вы, если вяжете посвободнее, чем я, и чувствуете, что холофайбер будет виден изнутри, то тоже можете сделать так. Я вяжу очень плотно, поэтому у меня холофайбера не видно. Вот, берем холофайбер и начинаем наполнять плотно голову. Наполнили голову плотно холофайбером. Вот так.
И следующий 28 ряд вяжем уже не за заднюю стенку, не за переднюю, а полностью за столбик, как обычно вяжем. 1, 2, и делаем убавку. Вот так. Далее вяжем так до конца ряда. 2 столбика убавка, 2 столбика убавка. Убавка. Весь ряд так вяжем, чередуя 2 столбика и убавку. В конце этого ряда у вас должно получиться 18 столбиков без накида. Вяжем так весь ряд. Следующий 29 ряд вяжем 1 столбик, убавка. Стараемся вязать очень-очень плотно. Дальше 1 столбик, убавка. И так весь ряд вяжем. 1 столбик, убавка. Один столбик, убавка. В конце этого ряда у вас должно получиться 12 столбиков без накида. Провязываем весь ряд. Довязали 29 ряд. Остался последний 30, в котором мы сделаем убавки, и вот это отверстие оно закроется. Делаем в этом ряду 6 убавок. Так, первая убавка, вторая убавка, третья убавка, немного вязать уже в последнем ряду неудобно, но вы постарайтесь и сделайте, чтобы все было очень-очень плотно, чтобы не оставалось сильно больших отверстий. Еще одна убавка. Вот так. Если вам нужно еще туда положить наполнитель, вы положите. У меня вроде бы нормально. И что у нас? Последняя убавка, 6-я. Так. Вот не зацепились все нити. И делаем последнюю убавку.
Вот так мы стянули отверстие. Теперь отрезаем вдеваем иголку, вдеваем, вернее, нить в иголку и вот такими движениями стягиваем отверстие. Вот так. Вот мы стянули отверстие. Теперь нам нужно закрепить вот эту нитку и спрятать ее. Вот так. Далее вот эту ниточку просто отрезаем или убираем внутрь. Вот такая голова осьминога у нас с вами получилась. Вот так выглядит нижняя часть. Теперь мы будем вязать ножки осьминога, да, щупальца. Для этого делаем скользящую петлю. Рабочая нить с клубка, она находится сверху, а кончик находится снизу. И в это кольцо мы затягиваем рабочую нить. И получается вот такая вот петелька. Подтягиваем ее. Далее берем нашу голову. И вот за эти оставшиеся передние стенки петли, да, мы будем провязывать наши спиральки. Здесь есть вот такой переход, это ничего страшного, так как мы вязали по спирали. Когда мы соединим начало и конец, этого перехода особо видно не будет. Мы вводим крючок в первую петлю и вытягиваем вот эту вот нашу петельку. Вот так. Далее мы набираем 60 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Мы набрали 60 воздушных петель. Теперь в третью от крючка, вот она первая петля, вторая, и в третью от крючка мы набираем 2 столбика с накидом. Так, раз.
и второй. Делаем накид. Туда же, в эту петлю, в которую мы вязали первый столбик с накидом, туда же захватываем рабочую нить, провязываем 2 петли и еще 2 петли. Делаем накид. Следующую теперь тоже делаем 2 столбика с накидом, вяжем. В третий, то есть следующую воздушную петлю накид и еще 1 столбик и туда же второй столбик. То есть в каждую воздушную петлю до конца, до вот головы, мы вяжем в каждую по 2 столбика с накидом. Покажу еще раз, как вязать. Делаем накид, следующую воздушную петлю вводим крючок, вытягиваем нить, провязываем сначала 2 петли, потом еще 2 петли. Получается столбик с накидом. Накид, в ту же петлю вводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем 2 петли и еще 2 петли. И так до конца воздушных петель. В каждую воздушную петлю нужно провязать по 2 столбика с накидом. При провязывании вы видите, да, что вот так вот сама спиралька, она вот так вот закручивается. Если она у вас где-то пошла в обратную сторону, то вы аккуратно можете ее прокрутить, вот как спиральку, прям в нужную сторону. Довязали все столбики с накидом до конца. В следующую петлю вот эту, да, мы делаем столбик без накида. Далее еще 1 столбик без накида. Вот так. Вот у нас воздушные петли, которые начинались. И здесь у нас 2 столбика без накида. Следующую петлю вот эту делаем соединительный столбик. Вытягиваем нить и ее же вытягиваем из вот этой петли. И дальше еще набираем 60 60 воздушных петель. Набрали 60 воздушных петель. Далее точно так же, как и в первом случае, мы в 4-ю от крючка воздушную петлю 1, 2, 3, 4 набираем 2 столбика с накида. Один. И туда же, вот в эту петлю, второй.
Далее в следующий точно так же. Сначала один столбик с накидом, потом в этот же второй. И так вяжем до конца воздушных петель. В каждую воздушную петлю провязывая по 2 столбика с накидом. Довязали вторую спиральку. Вот так вот она выглядит. И дальше в следующий, следующую петлю, которая у нас оставалась, делаем столбик, вяжем без накида. Один. И сюда второй столбик без накида. Второй. Далее вяжем соединительный столбик. И дальше провязываем опять 60 воздушных петель. То есть на каждую вот эту вот спиральку у нас уходит 3 столбика. Вот 3 петли, да, которые у нас оставались передние. Это 3 столбика. Первый, это в котором мы вяжем воздушные столбики. Потом провязываем столбики с накидом. Далее у нас идет 2 простых столбика без накида. Следующий еще соединительный столбик, воздушные петли. Возвращаемся, вяжем столбики с накидом. И потом опять 2 столбика без накида. И так мы продолжаем до конца. Вот до сюда провязываем все эти спиральки. Их, конечно, должно быть 8. Вот. Вяжем так все спиральки. Довязали полностью последнюю спиральку. Теперь нам нужно провязать последние 2 столбика с накидом. Вяжем первый и второй. Далее делаем соединительный столбик вот в первую, откуда начинались воздушные петли первой спиральки. Делаем соединительный столбик. Вытягиваем рабочую нить и ее же вытягиваем через петлю. Все, мы закончили вязать все спиральки. Вот так вот они выглядят. Вот так. Далее нам осталось спрятать вот этот вот кончик, который остался. После того, как вы спрячете все кончики, вот так вот я покажу, как выглядит нижняя часть, нам остается только вышить ротик и глазки. Для этого вводим нить в любом месте в нижней части. Так. И выводим там, где вы решили, что будет ротик. Так. Вот здесь. Вот так. Вытягиваем нить, оставляем небольшой кончик вот здесь. Такой. Далее вяжем, вышиваем рот. Для этого отступаем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И вводим нить вот здесь. И выводим ее сразу же вот так в верхней части столбика. Вот так. Далее возвращаем вот в это место. И выводим вот здесь.
получаются уголки, такие рта, чтобы он улыбался. Далее по второму кругу проходим по тем же вышитым стежкам, которые мы делали до этого. Вот так. Далее делаем то же самое. Вот такой ротик у нас получается. Далее мы сразу переходим на глазки. Выводим нить там, где у нас должны быть глаза. Для этого выводим их вот здесь, иголку. Вот. Видно, да? Вот по этой линии. Вот так. Далее. Вот он столбик, вводим нить вот сюда. И выводим, отступая 4 столбика. Раз, два, три, 4. Вот так. Возвращаем. Вот сюда. Вот так получается глаз. Далее я сделаю еще реснички. Вы можете их не делать. Вот такой глаз получается. И я делаю еще дополнительные реснички. Вы можете глаз оставить вот такой вот дугой. Также эту дугу можно сделать вот так в обратную сторону. Это уже на ваше усмотрение. Возвращаем иголку. Вот так вот я сделала еще реснички. Теперь по второму кругу проходимся там же, где мы до этого делали стежочки, да, эти. Вот так. И выводим иголку там, где уже должен быть второй глаз. Его мы вышиваем точно так же. Точно вот так же. Только уже в эту сторону. Все. Также ротик и глазки вы можете вышить на ваше усмотрение. Можно сделать просто вышить такие кругленькие глаза. Можно, как я уже сказала, дугу сделать в обратную сторону. А можно сделать точно так же, как и я. Я уже вышила второй глаз. Вот так вот он выглядит. Далее мы, когда делаем последний стежок, мы выводим сразу его в нижней части, там же, где мы вводили крючок, иголку. Вот так выводим. На в том же месте, где его и вводили. Вот так. Вот так выглядит глаза, ротик. Далее нам осталось сделать узелок и спрятать вот эти кончики внутри. Все, вот такой осьминог у нас с вами получился, с такими очень красивыми спиральками. Вот такой вот классный осьминог. Из одного мотка Alize Bella у меня получается 2 таких осьминога. Вязала я, как уже сказала, крючком номер 2. У вас, возможно, может не хватить. Это все зависит от вашей плотности,
также от крючка, который вы выбрали. Вот у меня лично уходит ровно, выходит из одного мотка ровно 2 осьминога. Вот такой вот он классненький получился. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальцы вверх. Если у вас появились какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, я обязательно отвечу. И, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!